Наурызбай Тағанұлы, құрметті президиум мүшелері, құрметті бүгінгі секциямызға қатысушы қонақтар. Енді менің бүгінгі қысқаша сөйлегім келіп жатқан тақырып Ақниет еліміздегі болып жатқан жалпы тақырып бүгінгі әйелдердің қоғамдағы орны тақырыбының аясында бәріміз білеміз, өткен осы алдыңғы жылдарында қақтығыс алаңдары Сирия, жаңағы сол жерлерінде болған қақтығыстарға әйелдерде басқа елдерден де, соның ішінде біздің елімізден де барған фактілер болды. Енді оны біздің еліміз осы жаңа айтылып өткендей жусан операция жаңа тәжірибемен танымал болды. Біз еліміздің азаматтарымыздың барын елге қайтарып, соның ішінде қайтқан азаматтардың ішінде көпшілігі әйел азаматшалар болды. Енді ол сондай бір жаңағыдай соғыс алаңында болып келген, бірнеше жылдап болып келген әйел азаматшаларының елге қайтып оралғаннан кейінгі олардың қайтып қоғамға қосу, оның ішінде діни көзқарастарын жаңағы радикалды экстремистік ойлардан тазарту бағытында елімізде үлкен жұмыстар жасалды, әлі де жасалып жатыр. Соның ішінде мен енді бүгінгі елімізде осы бағытта жұмыс істеп жүрген ұйымдардың бірі Ақниет ақпараттық насихат және оңалту орталығын білесіздер. Сол орталықтың теологы ретінде өзіміздің орталық тарапынан осы бағытта жасалып жатқан жұмыстарға қысқаша тоқтала кетуді жөн көріп отырмын. С 9 января 2019 года по 4 февраля 2021 года Республика Казахстан проведена гуманитарная операция «Жусан», которая была разделена на 5 этапов. В результате из зон террористических активностей возвращено 607 казахстанских граждан. Из них мужчин 37, женщин 157, детей 413, в том числе 34 сирот. По прибытию в Казахстан все репатрианты были помещены в специальную организационную карантинную зону в городе Актау Мангистауской области, где было проведено полное медицинское обследование. По необходимости оказывали лечение и были восстановлены все документы. Там же в карантинной зоне проводилась идеологическая реабилитация. Были приглашены лучшие теологи и социологи страны, и с тех пор оказывается психологическая помощь. Общественный фонд «Ақниет» с первых дней и по настоящее время ведет планомерную работу по реабилитации репатриантов. Общественный фонд «Ақниет» за годы существования наработал немалый практический опыт в профилактике религиозного экстремизма. Данная проблема имеет весьма сложную природу, поэтому для ее решения нужно применить комплексный подход. В исправлении и реабилитации религиозных радикалов необходимо воздействовать на них с различных позиций, такие как теологическая помощь в переосмыслении религиозных убеждений, психологическое диагностирование и коррекция, воспитательные воздействия, меры социальной поддержки, воспитание чувства патриотизма. Для реализации данных задач задействованы 18 региональных представительств общественного фонда «Ақниет». Представительства фонда «Ақниет» имеют офисы в регионах, оснащенные необходимым оборудованием, аудиторией для проведения общих лекций, кабинетом для индивидуальных бесед и учебно-просветительскими материалами. В результате анализа работы с социальными объектами, которые являются приверженцами идеологии терроризма и религиозного экстремизма, либо сторонниками деструктивных религиозных течений, а также лицами, пострадавшими от радикальной идеологии, возникла необходимость создания психологической службы. Открыв в 2019 году специальную психологическую службу, фонд «Ақниет» делает акцент на изучение психологических компонентов как процессов радикализации, так и дерадикализации. Психологи фонда «Ақниет» систематически проводят индивидуальные беседы с осужденными верующими, чтобы выяснить, почему, казалось бы, обычные люди без криминального прошлого совершают насилие во имя религии. Работа психологов разделена по регионам, консультации проводятся как в офлайн, так и в онлайн режимах. В головном офисе фонда «Ақниет» создана аналитическая служба, которая ведет анализ проделанной работы, а также занимается размещением материалов в интернете и мониторингом работы представительств фонда «Ақниет» в регионах. Представительства фонда «Ақниет» в регионах работают в тесном сотрудничестве с департаментами уголовно-исполнительной системы каждого города, где находится представительство. В рамках сотрудничества с специалистами фонда «Ақниет» проводятся индивидуальные и общие теологические и психологические консультации и лекции с осужденными по статьям, имеющим отношение к религиозному экстремизму.
С увеличением масштаба деятельности фонда Ахнет созданы официальные страницы в социальных сетях, как Facebook, Instagram и YouTube. На этих официальных интернет-порталах эффективно и активно ведется пропаганда традиционного ислама, выкладываются контрпропагандистские материалы и тем самым формируется идеологический иммунитет среди населения против идеологии религиозного экстремизма. Реабилитация граждан, возвращенных на родину по программе ЖУСАН. Специалисты фонда Ахнет проводили реабилитацию прибывших граждан РК в рамках гуманитарной операции ЖУСАН в карантинной зоне «Фламинго» в городе Актау. В целом, реабилитационная работа проходила в соответствии со стандартом оказания социальных услуг и включала комплекс мероприятий, такие как восстановление правового статуса, социально-бытовых услуг, социально-медицинские услуги, психологические консультирования, образовательные с нацеленностью на трудоустройство, социально-экономические услуги, социально-культурные услуги. Дальнейшая работа по реабилитации велась по месту жительства прибывших граждан РК с привлечением психологов, психотерапевтов, теологов, медицинских работников, социальных работников, юристов и религиоведов, а также узкоспециализированных экспертов в области детской и женской психологии. В настоящее время в фонде Ахнет активно ведутся профилактические работы на постоянной основе, теологические лекции, психологические тренинги и консультации, помощь профориентации и социализации, а также оказывается социальная помощь репатриантам, находящимся на свободе. Помимо работы с осужденными по статьям, имеющим отношение к религиозному экстремизму и лицам, формирующими окружение фигурантов уголовных дел, важнейшее внимание в центре Ахнет уделяется социальной реинтеграции их семей, которые, как родственники осужденных радикалов, рискуют оказаться быть отвергнутыми обществом. Ключевые вопросы этой работы заключаются в оказании психологической помощи женам и детям осужденных верующих. Первоочередная задача такой работы с членами семей осужденных заключается в том, что радикализация не превратилась в проблему поколения по принципу от отца к сыну, к детям. Нередкие случаи, когда осужденные радикалы пытаются внушить женам и детям свои радикальные взгляды. Теологи и психологи фонда Ахнет ведут работу с верующими женщинами и организовывают консультативную работу. Наряду с индивидуальной работой фондом Ахнет проводятся широкомасштабные общепрофилактические мероприятия по религиозному просвещению населения, пропаганде толерантности и веротерпимости, разъяснения преимуществ жизни в плюралистическом многокультурном обществе. Данные превентивные меры для группы риска являются приоритетными в работе фонда Ахнет. Необходимо заниматься предупреждением болезней и вырабатывать иммунитет у граждан. Самые важные аспекты на данный момент – все репатрианты находятся на постоянном контакте. Ведется мониторинг медиапространства на предмет деструктивной идеологической информации и соответствующая контрпропаганда. Ведется работа с представителями духовенства по недопущению распространения деструктивных элементов. Превентивная работа с гражданами, интересующимися вопросами религии на предмет недопущения попадания их под влияние радикальных течений. Задействовано большое количество ведомств для реабилитации. Заключены меморандумы для эффективной координации усилий. Проводится постоянная супервизия для сотрудников правоохранительных и исполнительных органов. Практика показала, что итоговым результатом идеологического разубеждения религиозного радикала через комплексное воздействие на него со всех указанных позиций является полный отказ от экстремистских воззрений, прекращение отчуждения от окружения и общества, восстановление социальных связей, стремление к нормальной жизнедеятельности, трудоустройству, поступлению на учебу, поддержанию семейных отношений, рост чувства патриотизма. В заключение хотел бы отметить то, что по итогам изучения реабилитационной работы, а также индивидуально-профилактических и разъяснительных мероприятий, реализуемых фондом Ахнет, выносятся следующие выводы. Для всех стран мира терроризм относится к числу наиболее опасных, трудно прогнозируемых явлений современности. Идеология терроризма и экстремизма не признает границ. Разумеется, этот процесс регулируется заинтересованными силами в лице международных террористических организаций.
Вопросы борьбы с этим явлением – это задача не одних только силовых структур. Создание общественного фонда «Ахниет» указывает на дальновидность властей Казахстана, которые начали собственную программу дерадикализации. Стратегия работы специалистов общественного фонда «Ахниет» постоянно совершенствуется сообразно пропаганде радикальной идеологии. Психологи и теологи, работая в тандеме, выявили ряд положительных сдвигов, которые во многих случаях имели место в ходе курса работы с объектами реабилитации и заключались в следующем. У объектов происходит переосмысление собственной самооценки, они принимают то, что были неправы в своих религиозных заблуждениях и поступках. У них формируется доверительное отношение к теологам. Происходит идеологическое исправление, осознание того, что они неверно толковали ключевые религиозные вопросы. В реабилитационной работе общественный фонд «Ахниет» стремится к тому, чтобы человек вновь влился в общий гражданский поток Казахстана, прекратил отчуждение от общей массы населения и восстановил способности к нормальному общению, обучению и труду. Тыңдағандарыңызға рахмет. Thank you for your attention.